Это здание Арджакова 6 примечательно моей судьбе тем, что раньше здесь значит, был комитет по кинематографии. И я, вот будущий абитуриент, пришел сюда и у нашего уважаемого Ивана Спиридоновича Жараева попросил ходатайство для поступления в ВГИК. И он с удовольствием, значит, дал мне это ходатайство, и я уехал в Москву. Ну, конечно, когда человек что-то создает, он всегда живет с верой. Например, спортсмен, он хочет стать чемпионом, да? А человек искусства, он хочет добиться успеха в этой области. Поэтому я, когда учился в ВГИКе и смотрел итальянское кино, да, Федерико Феллини, там, Куросава, очень известных кинематографистов, классиков мирового кино, я мечтал, что якутское кино со временем тоже будет иметь такие имена, такие фильмы. Вот, поэтому и хотелось, чтобы у нас было свое кино. Поэтому, может быть, я взялся за это дело. Если коротко рассказать о моем пути значит, в сфере кинематографии, то я, когда в школе учился, я очень интересовался театральным искусством и хотел стать артистом. Поэтому любил читать стихи, и мы по литературе часто читали по ролям. И поступил после школы в Институт культуры, театральное отделение. А потом, когда я закончил и поставил первый свой спектакль, я понял, что это немножко не то, что я хотел. Вот, поэтому после службы в армии я решил поступить в Институт кинематографии. Тогда принимал Юрий Озеров, наверное, вы знаете, известный режиссер, который снимал военные эпопеи. И у него такое разное было видение принятия студентов. Вот. Но, во всяком случае, я не смог поступить. Но я не потерял надежды и через год снова приехал. И, к моему счастью, тогда принимал Сергей Полинарьевич Герасимов. Это такая, конечно, глыба. Режиссер, известный деятель в области искусства, да, кино. И Тамара Федоровна Макарова. И пройдя очень сложный конкурс, мне удалось поступить и стал значит, студентом первого курса режиссерского факультета. Меряем мы свою жизнь уже даже не фильмами, как нам приходится чаще всего, а выпусками мастерской. Нам интересно вместе жить и работать. Единственное, о чем можем мечтать, чтобы это интересное время еще длилось. Вот так после окончания ВГИКа у меня началась как бы мой путь в кино. Но в те времена у нас не было тут студии. Я когда проходил дипломную практику в Ленфильме у Семена Ароновича, он посмотрел мой дипломный фильм «Маппа» и показал худсовету в студии, да. И когда они посмотрели, они очень хорошо обсудили, восприняли очень положительно. И вот Семен Аронович сказал: ну, дорогой мой, если хочешь, приходи к нам работать. Кене эстен быстан, тоңон кадан, өлөр угар тийбитигер, ыра халаска, ыдыкмас, көстүбүт.
Вот. Но я тогда уже горел желанием создать киностудии здесь, в Якутии. Поэтому я поблагодарил и сказал, что вот у меня есть такое желание вернуться на родину, попытаться создать студию. Ну, вы сами знаете, что 90-е годы это был очень сложный период в нашей стране. Разваливался Советский Союз, все закрывалось и так далее. Конечно, чиновникам было не до моих инициатив, предложений. И сколько я ходил по инстанциям, по кабинетам, и везде я получал такой отрицательный ответ. Но благодаря своему настырности, разным письмам, которые меня поддерживали, союз кинематографистов СССР тогда, да, вот, все-таки я убедил, и создали мы тогда по постановлению правительства творческое объединение «Северфильм». Это сейчас можно создавать любую предприятие в области кино и вообще в любой сфере, но тогда вы сами знаете, что надо было убедить партийную номенклатуру, власть такую, потому что нельзя было просто так взять и создать новые предприятия. Вот. Поэтому, конечно, очень много времени у меня ушло на это дело. Года два, наверное, я ходил без работы, много сложностей было. А потом, когда создали творческое объединение, мы все работали на энтузиазме фактически. Наверное, год ходили без зарплаты. И начали снимать первый полнометражный фильм «Серединный мир», который создавали именно якутские кинематографисты. Нас тогда было очень мало. До меня закончились Семен Васильев, Николай Маркович Сантаев, первый оператор Савинов, да, Никандр. Вот. И я позвал Семена Васильева, и группу мы создали, и начали снимать этот фильм на базе Свердловской киностудии. Но со временем мы поняли, что когда вмешиваются другие люди, которые не знают нашу историю, культуру, традиции, это сложно каждый раз надо объяснять, рассказывать. Вот. Поэтому все-таки мы решили этот фильм снять своими силами. Вот. И в то время наш первый президент Николай Михаил Ефимович был председателем Верховного Совета СССР. Я как-то к нему зашел и рассказал свою такую идею, рассказал то, что мы делаем. Вот. И он меня поддержал и помог с аппаратурой и выделением валюты. Вот. И мы в то время купили очень такую мощную съемочную аппаратуру, немецкий Arflex 35BL, швейцарскую звуковой магнитофон Нагара, много пленки кодек. Вот. И начали как раз этот проект. Вот. Потом уже через 2 года он понял, что кино для нас тоже очень важно, и поддержал, чтобы мы уже на базе Северфильма создали уже государственную кинокомпанию «Сахафильм». Вот. С этого начался история кинопроизводства, можно сказать, в Якутии именно силами якутских кинематографистов. Конечно, до нас снимали здесь союзные студии и даже других республик. Вот. Но с этого момента началась такая плановая подготовка студентов. Люди стали интересоваться кино, посмотрели первые фильмы наши, и молодежь стала тоже задумываться о профессии кинематографиста. Кто в кино, в режиссуре, кто в операторскую
Мы даже отправляли, значит, целые мастерские в ОГЕК обучаться. Например, в том числе был Юра Биржнев, да, вот, который сейчас недавно закончил как оператор-постановщик фильм «Тыгындархан». Вот. И отправляли и даже в анимацию 7 человек учиться. Вот. Но, к сожалению, вот на данный момент это направление у нас пока медленно двигается. Вот. И с этого момента как бы началось такое путь якутского кино. Конечно, были определенные сложности с финансированием, с другими проблемами, но мы никогда не теряли как бы надежду, веру, что когда-нибудь добьемся своего. И вот прошло почти с момента создания творческого объединения «Северфильм» 30 лет, а Сахафильма 28 лет, да? И мы сегодня видим уже, какие результаты добились наши кинематографисты. Поэтому, конечно, все понимают, что это не на пустом месте, эти успехи, эти результаты были достигнуты, потому что мы прошли этот сложный путь, обучили многих наших коллег в Москве, Санкт-Петербурге, в высших курсах, да. Вот, и к нашему счастью вернулись большинство этих ребят, и они поверили, что надо создавать свое кино. И сегодня появились новые имена, очень талантливые, профессионально очень как бы подготовленные, прошедшие через как бы опыт, практику производства кино. Вот. И поэтому сегодня вы знаете и видите, каких успехов ребята достигли в разных фестивалях, включая таких фестивалей класса А за рубежом и в Москве. Эти тоянкылы яхы буду. Жир боллағати. Көрінчіға екілай бет. Байбал почему-то уверен, что он скоро отправится на тот свет. Кыжаски болған. Мы будем складывать в эту бутылку вот эти камушки, когда его желание будет исполняться. Во-во-во! Ну, когда я закончил ГИК, мне было 27 лет, и я как раз в то время женился, как бы молодая семья была, вот, и, конечно, на голом месте создавать что-то новое в то время, когда страна разваливалась, это, конечно, была авантюра, большая авантюра, вот, и нужно было как бы уметь убедить людей, верить в то, что ты делаешь, и как бы собрать своих единомышленников, которые тут было очень мало людей, вот. И, кстати, мы вот одновременно вот с Сахафильмом в то время 11 человек собрались и создали Союз кинематографистов Якутии, вот. И тоже вот Союз кинематографистов сегодня уже
как бы 20 лет, 28 лет как бы прошел такой этап, да. Вот, поэтому потихоньку начали создаваться разные учреждения в области кино, в том числе вот Государственный архив кинофотодокументов, который инициировал Иван Спиридонович Жараев. Вот, студии хроники создавал в свое время Михаил Маркович Сантаев. То есть создавались такие учреждения, которые вот как бы целая киноиндустрия как бы началась у нас создаваться в то время. И, конечно, было очень непросто, можно сказать. Я не знал даже вот, и в те времена даже мы получали продукты карточками. Вот. И по всему Союзу закрывали студии, кинотеатры, и нам говорили: вы что хотите сделать-то в такое время, создавать какую-то студию. Вот. Но у нас тут как бы республика в то время приняла суверенитет, и наш первый президент Михаил Ефимович Николаев как бы создавал новые структуры, поддерживал очень много в разных направлениях, в том числе вот цирковое искусство у нас начало развиваться тогда. Вот. Поэтому, конечно, это был период как бы такого возрождения, что ли, нашего народа, нашей республики. В этом плане, конечно, нам, может быть, повезло, что у нас начался такой процесс. Вот. А что касается серединного мира, то в те времена, вы сами понимаете, что в советский период традиционная культура была, как бы, особенно вера традиционная была запрещена. У нас даже вот национальный праздник ИСЭХ в 1943 году, по-моему, по постановлению обкома было запрещено проводить в Якутске. И только в 1991 году разрешили проводить этот наш национальный праздник ИСЭХ. Я тогда, когда еще был студентом, думал, кто мы, народ Саха, какую культуру имеем, какую традицию, обычаи. Многое было утеряно. И вот как бы моему, что ли, счастью, моя жена этнограф, и она занималась как раз вот ИСЭХом, и она была как бы соавтором этого проекта, и мы хотели возродить и показать народу Саха, кто они в самом деле. Поэтому в этом фильме вошли все как бы основные ритуалы, обряды, начиная от, как бы, от рождения человека и его как бы уходом из этого мира, да? Вот. Поэтому этот фильм, с одной стороны, может быть, внес свой вклад в возрождение нашей традиционной культуры, мировоззрения. Вот. Многие мне говорили, что после этого фильма люди стали проводить уже свадьбы в национальном стиле, соблюдая как бы традиции, обычаи, в костюмах национальных. Вот. И, конечно, я рад, что этот фильм повлиял как бы возрождение нашей культуры. Конечно, все сферы в то время обратились как бы к своим корням, своим традициям, истории. И у нас как бы такой всеобщий процесс возрождения нашей традиционной культуры как бы началось. Ну, в советский период ИСЭХ был очень политизирован. Даже вот Сергея делали с головой Сталина даже, по-моему. Такие серьги были, которые не соответствовали тем традициям, которые у нас из века в век как бы передавались. Да? И, конечно, ИСЭХи посвящались там победе, там еще каким-то политическим событиям, и она потеряла как бы истинный свой смысл, что это все-таки связано с нашими традиционным верованием, да, поклонением божества и так далее. И вот моя супруга Тина Назаровна, она тогда написала впервые концепцию проведения ИСЭХа, и они вот совместно с мэрией провели, значит, ипподроме первый ИСЭХ был,
Там провели первый цех уже с соблюдением как бы наших традиций, и ритуал проводился, алгощиты были, поклонения были, да. Вот, как бы это была первая проба. Ну, а потом уже мы перешли, что ли, построили уже Висхотен, и уже сегодня вы сами знаете, что цех приобрел как бы свою, не скажем, первозданный вид, да, но все стараются соблюсти как бы все традиции проведения нашего национального праздника. И многие, кто приезжает из других регионов, они говорят, что такого праздника национального с таким подъемом, интересом нигде не проводится. Ну, вы сами знаете, что кино имеет очень сильное влияние на общество, на мировоззрение человека, потому что она вбирает в себе все виды искусства: театральное искусство, изобразительное искусство, музыку. То есть это синтез всех искусств. Поэтому в целом вообще наглядное искусство, визуальное искусство, она очень сильно влияет на умозрение человека. Поэтому я понимал, что если наши якутские ребята, режиссеры будут создавать свое кино со своим видением, мировоззрением, со своим как бы стилем, языком, это будет иметь очень большое значение для вообще духовной жизни народа. И поэтому, может быть, еще такая была моя мечта, моя цель создавать в свое время эту киностудию. Вот. Конечно, скажу честно, что сегодня кино может создается фактически на коленках, да? Потому что Сахафильм не имеет такую мощную техническую базу, которая соответствовала мировым стандартам. Мы еще не создали производственную базу с полным циклом производства. Часть, значит, как бы работа у нас делается в Москве, Санкт-Петербурге. Это, например, звук оформления фильмов, да, цветокоррекция. Вот. У нас одна профессиональная камера на всю студию, на всю Якутию, можно сказать. Мы все стоим в очереди, чтобы получить эту камеру и снимать свое кино. Вот, поэтому мы обратились к нашему главе. Вот в прошлом году проводился большое совещание, он воспринял наши предложения, и был, значит, его распоряжение, чтобы предусмотреть возможность строительства многофункционального кинопавильона для Сахафильма. Что мы, с одной стороны, конкурентоспособны как бы своим творчеством, креативностью, профессионализмом, да, а в плане технического качества, да, мы, к сожалению, не соответствуем. Вот, например, когда наши ребята показывали целую программу якутских фильмов и в Пусане, и в Берлине, там же очень большие экраны, и там сразу видно качество, как это все это снято. Вот. Поэтому, если мы хотим, вот как нам правительство говорит, чтобы мы в будущем были нацелены, чтобы такие фестивали, как Канны, да, Оскар, могли туда мы попасть и конкурировать такими большими студиями, компаниями Запада, да, для этого и вообще вот выйти на большой прокат, мировой прокат, для этого нужно соответствовать определенным техническим мировым стандартам. Вот. А для этого нужно иметь очень хорошую базу. Пока мы берем все фестивали своей самобытностью, своим видением, что мы никому не подражаем, у нас свой взгляд на окружающий мир, на жизнь человека. Пока мы этим конкурируем на разных фестивалях и форумах, но скоро с нас потребуют, давайте, друзья, снимайте качественные, технически качественные фильмы. Добиться, чтобы Сахафильм был действительно
мощная кинокомпания, которая могла обеспечить услугами всех кинематографистов независимых, да, всех частных студий, не только чтобы Сахафильм сам себе работал, да. Но вот мы имеем Мосфильм киноконцерн, да, там базируется около 20 кинокомпаний. И все большие студии тоже арендуют услуги Мосфильма. То есть мы должны для своей Якутии стать Мосфильмом, чтобы Сахафильм могла иметь возможность снимать одновременно 5-6 проектов. Вот. И в том числе вот давать услуги для частных продюсеров и режиссеров. Ну, вот, что касается киргизов, казахов, да, и других республик союзных, там, когда началась война, многие студии, Ленфильм и другие студии, значит, эвакуированы были в Ташкенте, в Казахстане, да, вот, поэтому это помогло в Кыргызстане, и это помогло создать им свою национальную киностудию, да, в то время, вот, и в период советской власти мы знаем, что казахи, киргизы и другие республики очень много снимали. А сегодня мы можем слышать и видеть в основном вот казахское кино сейчас поднимается, кыргызское кино очень хорошо тоже идет по миру. Вот. А другие вот таджики, узбеки, другие республики, что-то мало мы слышим и видим, да, что происходит. Что касается, почему вот мы вырвались как бы, да, не на такой хороший большой уровень, и все говорят, вот бум якутского кино, почему вот вы смогли. Ну, не знаю. Я думаю, что, во-первых, народ Саха, она очень талантлива в изобразительном искусстве, да, наглядных искусствах. Вот. И, возможно, даже у людей есть такое внутреннее желание самовыразиться. И кино, вот только что я вам говорил, что это синтез искусств, и она вбирает как бы все искусства, и возможно это тоже привлекает молодых людей, и они хотят как бы обрести эту профессию кинематографиста, там, режиссера, оператора, там, художника, постановщика, да, чтобы это стало как бы средством самовыражения. Вот. И многие наши режиссеры, вы знаете, что они не имеют своего образования. Вот, например, Дмитрий Давыдов, да, Люба Борисова и многие другие, они все, не имея образования, прошли путь кинематографиста уже на практике. То есть они, если взять вот Любу Борисову, она совершенно другой профессии человек был, и она работала и ассистентом режиссера, и монтажером, то есть она испробовала многие профессии в кино, пока сама не стала уже самостоятельным режиссером, да, и сделала свой первый фильм и сразу такой успех. То есть уже на практике, на производстве, и через это пришли освоив эту профессию в кино. Вот. И думаю, что вот эта способность, талант в области наглядного искусства, это помогает, наверное, освоить разные профессии в области кино. Ну, мне кажется, не надо опасаться того, что все наши ребята будут снимать коммерческое кино. Конечно, вот частным студиям это сложно, потому что они должны возвращать заложенные, да, затраты своего фильма. Поэтому как бы само
сами обстоятельства диктуют им, чтобы они делали коммерческое кино. Но вот, например, буквально позавчера я был в предпоказе фильма «Сяттяхсир-2» Степана Брунашова. Я понял, что и вообще по другим проектам я понимаю, что можно это совместить авторское кино и кассовое кино. Вот. Вот, например, «Сяттяхсир-2» это действительно, с одной стороны, она принесет кассу. Я думаю, что она принесет кассу, потому что жанр ужаса, да, и мистики, вот. А с другой стороны, она сделана как бы таким серьезным авторским взглядом, заложенной таким идеей, смыслом, вот, и направленной именно как бы своему народу, вот, глубинными какими-то обращениями, что ли. Вот. Поэтому, в принципе, можно сделать авторское кино интересное, но при этом она станет кассовым. Вот, например, фильм Любы Борисовой «Надо мной солнце не заходит», она, с одной стороны, авторское же кино, с другой стороны, она установила рекорд в кинопрокате и 4 месяца шла в кинотеатр. Вот. Конечно, она не сделала большую кассу, да, но все равно по продолжительности показа и интереса зрителя это фильм занял как бы первое место в этом плане. Поэтому можно сделать интересное кино, авторское кино со своим видением, но чтобы она была, как бы сказать, успешна в зрительском плане. Вот. Поэтому, в принципе, можно совместить, если уметь. Ну, сегодня вот как бы якутское кино уже обрела свое лицо, свой путь, и уже все как бы открыто. Я думаю, что молодых ребят, которые интересуются в кино, будет больше и больше, потому что это популярное искусство, и наши зрители очень любят ходить. Им хочется увидеть как бы свою самоидентификацию своей жизни, вот, что каждый из нас, из наших фильмов как бы выражает, открывает, рассказывает, да. Вот, поэтому, приходя в кино и посмотрев якутское кино, наши ребята будут интересоваться. Я уверен, что наше кино пойдет и дальше, будет иметь свой путь, свою самобытность и займет свою нишу. И уже сегодня она заняла свою нишу в мировом кинематографе, и ее уже признали, можно сказать, таким культурным событием, самобытным событием, что ли, мирового кинематографа, как и грузинское кино, японское кино, итальянское кино, и интересуются уже многие отборщики фестивалей, в том числе зарубежных фестивалей, и поэтому они часто обращаются и интересуются, что нового создается в нашей республике. И, конечно, это очень хорошее как бы средство для продвижения имиджа нашего народа, нашей республики.